Многие мечтали достать билет на грандиозное событие лета 2016 года. Увидеть оперный спектакль, впервые представляемый в Абхазии в полном объеме, стремились все. Но счастливчиками стали только тысячи зрителей. Мы все ожидаем прекрасных эмоций и впечатлений. Наша прекрасная Хибла Гирзмава, она всегда прекрасна. Поэтому только самые лучшие ожидания. С хорошим настроением. Праздника, конечно. Праздника. Будем смотреть и радоваться. Перед началом спектакля состоялось торжественное открытие юбилейного 15-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает». Собравшиеся минутой молчания почтили память о Фазире Искандере. Исполняющая обязанности министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали отметила, что музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает», ставший для послевоенной Абхазии настоящим прорывом, остается главным культурным событием и 15 лет спустя. Фестиваль все эти годы выполняет много разных миссий и задач. И одна из самых его важных миссий – это благотворительная. Все эти годы средства, собранные от продажи билета фестиваля, направляются в музыкальные детские школы и на поддержку молодых талантов. Эльвира Арсали заметила, что благодаря усилиям очень многих людей абхазскому зрителю представилась уникальная возможность увидеть оперный спектакль Медея в Сухуме. Художественный руководитель и главный режиссер Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Александр Титель отметил, что благодаря инициативе народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава в республику приехали все актеры театра, задействованные в спектакле Медея. Есть талант, он всегда осуществит намеченное, он всегда воплотит то, что ему, видимо, поручено Господом Богом. А когда я брал Медею, разумеется, я думал о том, что Хибла родом из тех же мест, откуда родом и сама знаменитая царица Медея, царевна Медея. И я не сомневался в том, что эта земля, эта вода, это роза ветров, эти горы, эти характеры обязательно в ней воплотятся, и она создаст этот образ ярким, запоминающимся, правдивым и очень в каком-то смысле национальным. Со словами «Добро пожаловать на фестиваль, мой народ» обратилась к собравшимся певица с мировым именем Хибла Гирзмава. Поблагодарив правительство Абхазии, меценатов за помощь в организации фестиваля, оперная дива отметила, что партия Медеи очень важна для нее. Я сегодня буду служить Медею. Если бы я знала, что в свои 46 лет я приеду сюда, на историческую родину девушки Медеи, что я буду петь в этом потрясающем месте, и что мне все помогут для того, чтобы это случилось, я очень благодарна всем. Хибла Гирзмава сообщила, что все собранные деньги от продажи билетов на спектакль «Медея» будут перечислены на счет Сухумского музыкального училища, где она училась. А средства от джазового концерта оперная дива дарит Ачимчирскому лицею-интернату. С именем Хибла связано так много прекрасного в жизни нашего музыкального училища, нашей республики. А сейчас этот праздник нам дает просто счастье, великое счастье. Великолепное, растет ее великолепное вокальное и сценическое мастерство. Она не останавливается в своем развитии. Она большой души человек. Вы знаете, я сейчас вам скажу, как-то она мне звонит: дорогой Каролин Мартынович, поздравляю вас с днем рождения. И теплые слова. Я говорю: Хибла, ты где сейчас, откуда? Я сейчас в Нью-Йорке, у меня гастроли в Метрополитен-опера. Затем народная артистка Абхазии и России Златоокая Хибла преподнесла поистине королевский подарок, который станет всеобщим достоянием, и частичка которого будет принадлежать без преувеличения каждому жителю страны. Свою золотую маску, престижную театральную премию, присужденную ей за исполнение роли Медеи, оперная дива подарила Абхазии. Опера «Медея» принадлежит к числу шедевров французского оперного искусства рубежа XVIII-XIX веков. Ее автор Луиджи Керубини взял за основу древнегреческий миф. К исполнительнице заглавной роли предъявляются особые требования. Партия «Медеи» считается очень сложной в исполнении. До Хиблы Гирзмава ее исполняла только Мария Каллас. Прогулочный катер, курсировавший на фоне спектакля, как напоминание об аргонавтах, приплывших в Колхиду за золотым руном. Когда Ясон, приводитель аргонавтов, муж волшебницы царевны Медеи, решил оставить ее и жениться на дочери царя Крионта Главки, отверженная жена задумала отомстить. С
Старинное украшение, преподнесенное в качестве свадебного подарка невесте Ясона, оказалось отравленным. А чтобы сделать больнее мужу, Медея после мучительных терзаний убивает своих сыновей. Драматическая актриса Хибла Гирзмава своей игрой и голосом передавала весь спектр чувств и терзаний, обуреваемых отверженной женщиной. Первое действие величайшей оперной трагедии прошло на набережной Диоскуров, на территории историко-культурного заповедника Сухумская крепость. Затем, из-за начавшегося во время антракта ливня, второе и третье действие артисты доиграли в помещении Абхазского драмтеатра. Эмоции зашкаливали. Зрители со слезами радости на глазах аплодировали своей любимице. Каждого, кто находился в зале, переполняло чувство гордости. Чувство гордости за страну, за Хиблу, за себя. За Абхазию, которая подарила миру Хиблу Гирзмава. За златоокую Хиблу, которая стала достойнейшей дочерью страны души. И чувство гордости за то, что посчастливилось жить с ней в одно время и слушать ее чарующий голос. Сегодняшним своим выступлением Хибла Гирзмава подтвердила, что она поистине народная артистка. Несмотря на непогоду, на разбушевавшийся ураган и ливень, чуть не сорвавший спектакль, великолепная, мудрая, сильная Хибла Гирзмава доиграла свою роль до конца, прозвучав истинной царицей. Царицей глаз, души и сердец. Амрамич Басаидайба, Абхазское телевидение.